очень понравилось посадить дерево. Это в моей жизни первое дерево, которое я посадил. Спортивный праздник с экологическим подтекстом. На территории Центра образования Магаса высадили деревья в честь Всемирного дня дзюдо. Акцию поддержал глава республики. Все горит, все в дыму. Только ноги я заметил. Схватил за ноги, вытащил. Он уже полностью обгоревший был. 1 человек погиб от пожара, 4 детей отравились угарным газом. Нарушение противопожарных норм или несчастные случаи. Подробности в выпуске. Течет по трубам и по улицам. В чем причина прорыва труб в Карабулаке и как решается коммунальная проблема, выяснял наш корреспондент. Шесть аварий за неделю. Без жертв и пострадавших не обошлось. Сводка и анализ ДТП последних 7 дней от нашего корреспондента. Днем у нас ожидается погода от 17 до 20 градусов, ночью от 7 до 10. Последний шанс полюбоваться пейзажами в лучах теплого осеннего солнца. На смену бабьему лету грядет дождливая осень. Прогноз погоды в конце выпуска. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день дзюдо. Памятной спортивной дате в Ингушетии посвятили экологическую акцию. Порядка 200 саженцев многолетних деревьев посадили сегодня в Магасе. Свой вклад в озеленение территории столичного центра образования внес глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов посадил саженец астролистного клена. Помогали ему в этом юные дзюдоисты. Какими еще деревьями украсили аллею образовательного учреждения, расскажет Амина Бокова. Кимоно, лопаты, хорошая погода и 200 саженцев астролистного клена. В этом году Всемирный день дзюдо. Спортсмены решили отпраздновать весьма оригинально и присоединились к международной экологической акции «Посади дерево». В Магасе, в самой крупной в республике школе, на 1500 мест, собрались ученики боевого искусства, экологи, волонтеры, школьники, студенты. Все те, кто неравнодушен к проблеме окружающей среды. Воспитайте мальчика, воспитайте девочку. Здоровый образ жизни и бережное отношение к природе неразрывно связаны друг с другом. Неудивительно, что в этом году дзюдоисты сделали акцент на экологии. Ведь на протяжении многих лет свой профессиональный праздник они посвящают одному из качеств, которым должны обладать дзюдоисты. В прошлом году это была дружба, в 2017 году мужество, теперь любовь к окружающей среде. Поздравляет спортсменов с праздником глава республики Махмуд Али Калиматов. Я думаю, что очень символично, что и подрастающее поколение сегодня здесь. Я хотел бы, чтобы мы не только, когда акция, а когда вернемся домой, посмотрели еще свой участок, и посадили еще сегодня и дома деревья. Ну а теперь пора приступить к работе. Махмуд Али Калиматов одним из первых берется за лопату. На помощь поспевают юные спортсмены, которые также хотят внести свой вклад в озеленение столицы. Хафиза Зурабова сегодня единственная девочка-дзюдоист, но в своем трудолюбии она не уступает ни своим ровесникам, ни активистам постарше. А все результат воспитания школы японского боевого искусства. Если ухаживать за ними на целый день, они вырастут и станут большими. И надо за ними полить. Да, мне очень понравилось посадить дерево. Это в моей жизни первое дерево, которое я посадил. Не только дети с большим удовольствием принимают участие в акции, но и взрослые. Директор спортивного клуба «Чингис» Джабраил Барахоев отметил, что дзюдо – один из самых популярных и перспективных видов спорта в Ингушетии. У нас есть и олимпийские чемпионы, чемпионы Европы, есть отличные тренера, которые отлично знают свою работу. Есть очень много молодежи, маленьких детей, которые любят этот спорт, занимаются этим. Есть почти в каждом населенном пункте физкультурно-оздоровительные комплексы.
ну, работа идет полным ходом. Конечно, это вообще очень большой отпечаток откладывает у самих детей непосредственно. Мы им прививаем, во-первых, заботу к экологии, к деревьям. Для начинающих дзюдоистов или тех, кто пока только мечтает стать частью этой спортивной семьи, подобная акция – шанс ближе познакомиться с профессиональными спортсменами. Всемирный день дзюдо был учрежден по инициативе Международной федерации в честь основоположника этого вида спорта, мастера боевых искусств Дзириго Кану. Количество учеников японского боевого искусства увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день их насчитывается свыше 20 миллионов по всему миру, 200 национальных федераций на 5 континентах. Альмина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Назране. На Авгамурзиева из-за неисправности газового оборудования 4 детей отравились угарным газом. Пострадавшие сейчас в больнице, их жизни ничего не угрожает. Несчастные случаи произошли накануне ночью практически в одно и то же время. На места тут же выехали бригады МЧС и газовые службы. Подробности в репортаже Микаила Тангиева. События прошлой ночи Саид Ахмед Муцольгов запомнит еще надолго. Узнав, что во дворе начался пожар, уже через 3 минуты он был на месте, по пути вызвав пожарных. В доме находился его давний знакомый, который жил и работал здесь уже более 20 лет. Хозяин дома с ужасом вспоминает то, что увидел по приезду. Я забежал наверх сразу, выбил дверь, забежал быстро, вижу, лежит вовсю, все горит, все в дыму, только ноги я заметил, схватил за ноги, вытащил, он уже полностью обгоревший был. Пожарные расчеты прибыли в течение 8 минут, и к этому времени уже вовсю горела комната и крыша навеса. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, но благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание было тут же ликвидировано. Согласно предварительной оценке МЧС, причиной пожара стал окурок от сигареты, брошенный на деревянный пол. Из основных нарушений было выявлено, что была очень большая горючая нагрузка. Там находился цех по обработке дерева и было хранение легко воспламеняющихся горючих веществ с горючими материалами в одном помещении. И было большое количество опилок, поэтому все очень быстро вспыхнуло, и погибший не сумел вовремя эвакуироваться из строения. К сожалению, это не единственное чрезвычайное происшествие в минувший выходной. Уже ближе к полудню на пульт МЧС в Магасе поступил вызов по случаю отравления угарным газом в Гамурзиево. Несчастный случай произошел именно здесь, по улице Хамхоева. Помимо остальных членов семьи, в доме в момент угара находились и 4 маленьких детей. После сигнала на место сразу же выехала аварийная бригада газовой службы. Осмотрев все помещения, специалисты выяснили, что причиной отравления стала неисправная система вытяжки самодельного газового водонагревателя. Бабушка пострадавших детей вспоминает, что впервые они заподозрили неладное, когда стало плохо одной из девочек. Не понимая, что происходит, она начала приводить ее в чувство, но становилось только хуже. Серьезную тревогу забили уже, когда остальные дети в доме один за другим начали жаловаться на плохое самочувствие, в том числе и их мать. Мать 4 детей привезли в Назранскую РКБ, а их самих незамедлительно доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где местные врачи тут же приняли пострадавших и оказали им всю необходимую медицинскую помощь. 12:50 в обеденное время поступили 4 детей с одной семьи. 2 из них, их посмотрел дежурный педиатр, выписанный на амбулаторное наблюдение участкового педиатра. 2 по состоянию тяжести, в состоянии средней тяжести поступили к нам в отделение. Были жалобы на головокружение, тошноту, слабость. Поступили, сегодня я их осмотрела, состояние относительно удовлетворительное. Жалоб дети сегодня не предъявляют.
К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Но все опять же упирается в халатные отношения к газораспределительным приборам. Сотрудники МЧС в очередной раз объясняют, как уберечь себя и своих близких от подобных несчастных случаев. Обязательно нужно использовать сертифицированное оборудование, нужно своевременно его обслуживать. И в случае возникновения утечки немедленно обращаться по номеру 112, и уже подъедут необходимые службы. Диспетчер примет ваш звонок, задаст вам пару вопросов и подъедет МЧС, если нужно, то скорая помощь и газовая служба. Михаил Тангиев, Адан Далаков, Новости 24. Новое и современное на смену старой и обветшалой. В Карабулаке строго по плану идет строительство школы на 320 мест. Рабочие, разделившись на несколько групп, уже возвели стены 2 этажей, на очереди 3. До сих пор детям этого района приходилось ютиться в здании 60-х годов постройки. Условия оставляли желать лучшего. Подрядчик планирует сдать объект в срок. Когда это произойдет, расскажет наш корреспондент. Каждый день в 7 часов утра рабочие приходят на стройку. Чтобы управиться до нового учебного года, нужно приложить все усилия. По словам прораба, самое главное – это качественное выполнение фронта работ. Пока все идет по плану, и на данный момент проблем нет. Каменщики завершают 3-й этаж. Кладку в 3-м корпусе завершена работа. Наружные сети прокладываются, канализация, водопровод. Теплосети планируется через 2-3 дня начать. Так, электрики, внутреннюю разводку начали. Ну так, благоустройством занимаемся, пока погода позволяет. На объекте каждый день работник одет в спецодежду согласно правилам безопасности. Батыр Зауров трудится здесь с самого начала. Его бригада состоит из 2 групп, в каждой по 7 человек. Вот этот ряд закончится, вот здесь буду армировать. Каждый 6 рядов закладываем железно. Здание первой школы было возведено в 1961 году. Уже долгие годы оно не соответствовало требованиям безопасности и было признано аварийным. 1300 учащихся на время строительства распределили по 4 другим городским школам. Несмотря на то, что многие учреждения сами были в перезагруженном состоянии, они с теплом приняли детей. Трудные условия не повод для плохой успеваемости. Ученики первой школы успешно закончили учебный год, сдали ЕГЭ и ОГЭ, а среди выпускников 2 отличились, став золотыми медалистами. Сейчас дополнительные занятия проводятся в режиме онлайн. Все интересующиеся вопросы и непонятный материал задается через телефонный звонок, либо через социальные сети. Современно, но не совсем удобно. Однако актуальная проблема остается и расположение всех 4 школ, в которых дети пока проходят обучение. Удаленность от дома создает определенные проблемы для учеников, да и родителям приходится волноваться за свое чадо. Трудности с подвозом детей, потому что дети, которые живут в районе доступности к первой школе, вынуждены ездить на автобусах. Газелисты стараются как можно больше поднять цены на газель. Сейчас у нас, правда, появились автобусы, значит, доставка будет, но опять-таки зимой это намного сложнее будет. Окончание строительства запланировано на июль 2020 года. Рабочие намерены трудиться в ускоренном темпе для того, чтобы распахнуть двери новой школы. Зелимхан Калоев, Хава Гагиева, Асхаб Белакиев. Новости 24. Несколько жителей Назрани привлечены полицейскими к ответственности за бесцельную стрельбу. Случай произошел накануне. Как отметили в пресс-службе МВД, молодые люди грубо нарушали правила дорожного движения и общественный порядок во время следования свадебного кортежа. Автомашину БМВ под управлением 27-летнего горожанина доставили в подразделение. Вместе с ним в салоне иномарки также находились его знакомые. В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством» с нарушением правил установки на нем госрегистрационных знаков. 2 других нарушителей привлечены к ответственности за стрельбу из оружия с нарушением установленных правил или в неотведенных для этого местах. Нарушителям грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. Сотрудниками ППС и личным составом ОМВД России по городу Назрань указанные граждане были доставлены в территориальный орган, в отношении которых были составлены административный материал по части 2 статьи 20.13 и статьи 20.1. В настоящее время административные материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия соответствующего решения. В дальнейшем хочу довести до населения, что такие деяния будут нами пресекаться
и виновные будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Чистая питьевая вода в Карабулаке течет не только по трубам, но и по улицам. Причина – прорыв ветхих труб. Они просто не выдерживают напора. Многочисленные обращения местных жителей во всевозможные инстанции к результату не привели. Самым действенным оказалось видеообращение, выложенное в просторы интернета. Ответственные службы отреагировали. Как решают проблему, расскажет Муса Измайлов. На улице Балкоева трубы прорывают далеко не в первый раз. Проложены еще 17 лет назад. За последний год их не раз ремонтировали. Только таких мер надолго не хватает. Сейчас на Балкоева снова вода течет. Трубы прорвало сразу в 2 местах. О проблеме с порывом водовода житель этой улицы поделился в социальных сетях. Такая картина здесь наблюдается уже 3 месяца. По словам Рашида Талдиева, они обращались в ЖКХ несколько раз. И каждый раз им отвечали, что проверят и устранят порывы. Но в конечном итоге все заканчивалось обещаниями. Неоднократно обращались в водоканал, ЖКХ. И что они отвечали? Безрезультатно все, обещали приехать посмотреть. То есть в течение 3 месяцев вы обращались и никаких действий, даже не пришли, не оценили ситуацию, да? Нет, никаких действий с их стороны не было. Было обращение в Инстаграм, после чего была реакция с их стороны. Сколько заявок было за это время? Ну вот я вам говорю, 21 числа у меня заявка в журнале. Только одна заявка была? Записано, да. Может, устно обращались, но в журнале у меня записано 21 числа. Бригада ЖКХ все же приехала на место, и работники сразу принялись за дело. Первым делом откачали воду, а следом выкопали яму для дальнейшего устранения проблемы. Мы эти порывы устраняем в порядке очереди. В зависимости от сложности, там большой он, маленький. Если много воды утекает, то моментально иногда реагируем. Трубы ветхие и изношенные, поэтому не выдерживают давления. Особенно такие порывы бывают в осеннее время. Жители уже практически не занимаются огородом и, соответственно, не используют много воды. По этой причине напор увеличивается, а старые трубы лопаются. Работа идет планомерно. На следующем этапе сварка трубы. По словам Мусы Евлоева, до конца дня рассчитывают отремонтировать и второй порыв. Вода течет здесь же рядом. Данный порыв устраняется. Последние у нас, получается, ремонтные работы сейчас мы проводим. Помимо этого, сейчас мы заглушили воду, получается, устранили порыв. Данный этап завершен. Сейчас будем закапывать данную яму. Проблема с ветхими трубами – вопрос острый не только в Карабулаке, но и по всей республике в целом. Как отмечает в Ингуш-регион-водоканале, работа по замене старых линий водопровода на новые уже начата. Занимались анализом, мониторингом этих труб, выявляли их проценты изношенности, общее количество, протяженность труб. Трубы в целом где-то около 70% имеют износ, 100%. То есть есть крайняя необходимость в их замене. Есть программа «Чистая вода». На будущий год запланированы большие работы по замене труб, которые уже крайне необходимо менять. Жителям остается только надеяться, что проблему устранят, и им больше не придется наблюдать у своих ворот лужи, образовавшиеся из-за прорывов труб. Муса Измайлов, Мейрбек Миржоев, Новости 24. Весточка с фронта. Акция с говорящим названием запущена в Музее краеведения республики. Он принимает участие в проекте «Дорога памяти» по сбору писем фронтовиков. В экспозиции представлены письма участников Великой Отечественной войны. Наполненные чувством глубокой любви к родине, стремлением с честью исполнить долг, они задевают струны души каждого. С бесценными экспонатами 40-х ознакомилась Дана Плиева. Спешу. До свидания. Уехал на фронт. Высылаю свои вещи. Не беспокойтесь, скоро приеду с победой. Всего несколько строчек написано в спешке после отправки на фронт в 1941 году. С войны 27-летний Руслан Гудантов так и не вернулся. 24 июля 1943 года, выполняя очередное боевое задание, он геройски погиб в деревне Арбузово, Ленинградской области. Он был танкистом, несколько раз горел в танке. Он рассказывает о том, что в одном из писем, то, что его предыдущее письмо, которое писали родственники, оно сгорело в танке.
Письма храброго защитника Отечества, которые бережно хранились родственниками не один десяток лет, сейчас представлены в Музее краеведения. Биография Руслана Гудантова не пестрит подробностями. Родился он в 1916 году. Рано лишился матери, и его воспитывал отец. Но, как и любой солдат, он не терял надежды вернуться с фронта. Его планы и мечты после долгожданного возвращения домой сейчас хранит пожелтевшая со временем бумага. У него есть очень личные письма, в которых он размышляет на тему того, что когда он вернется после победы в войне, он женится первым делом, так как он был не женатым человеком, но парень был очень видный. Такие же трогательные письма родным и близким писал Ахмед Мальсагов. В начале Великой Отечественной войны кадровый офицер находился в Ворошиловградской крепости. Его знали как бесстрашного воина, способного командира. Всего за несколько дней он совершил 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 27 автомашин. Однополчане звали летчика Горным Орлом. Жизнь героя России оборвалась 24 января 1942 года. Здравствуй, родной, дорогой папа. Шлю вам всем свои наилучшие пожелания с новым поцелуем. Уже 3 дня, как мы воюем с немецким фашизмом. Надо немца проучить, чтобы он навек запомнил, что такое свобода. Игнатий. Папа, когда я уехал из дома, мне показалось, что вы и остались на меня недовольны, поэтому прошу простить меня об этом. И таких живых доказательств той страшной войны здесь собрано более 30. Фотографии, документы и письма с фронта приносят сами жители региона, чтобы увековечить память о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной. Все проходит в рамках всероссийской акции «Дорога памяти». Ее организатор – Министерство обороны Российской Федерации. Акция стартовала в апреле, приурочена к 75-й годовщине Победы. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечить всех участников войны и сохранить историческое прошлое народа. В письмах виден сам человек, как он пишет, то, что они реально существовали. Это еще одно доказательство того, что мы принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Для нас это, конечно, огромная часть истории. И в самих письмах видны люди, то, какие эмоции они переживают. После отсканирования в электронном виде документы вернут владельцам. Все материалы будут размещены в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Дана Плеева, Магомед Аскиев, Новости 24. В Госдуму внесли законопроект о сроках снятия тонировки с автомобиля. Согласно действующему законодательству, светопропускание лобового и передних стекол должно составлять не менее 70%. В рамках нового законопроекта будет установлен срок снятия тонировки с автомобиля после соответствующего постановления сотрудников ДПС. За несоответствие этому требованию водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей. В настоящее время сотрудник полиции вправе потребовать от правонарушителя немедленного устранения тонировки. Отказ водителя сделать это на месте может быть квалифицирован как неповиновение сотруднику правоохранительных органов. 6 аварий, 1 человек погиб, 8 получили травмы. Такова статистика ДТП в Ингушетии за минувшую неделю. Напомним, страшная авария уже в Волгограде унесла жизни 2 братьев Горбаковых из села Нестеровское. Цифры растут, а нерадивые водители продолжают лихачить, рискуя жизнями. Игнорирование элементарных правил, выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции остаются частыми и актуальными нарушениями. Сводка и анализ ДТП в сюжете нашего корреспондента. Эти кадры с мест ДТП жителей республики уже не удивляют. Еженедельные сводки с ГИБДД, свидетельствующие о халатном и безответственном отношении как к своим, так и чужим жизням, лишь констатация одной из главных проблем в регионе. Призывы сотрудников ГАИ, обычных водителей, добросовестных граждан и общества в целом о соблюдении элементарных правил дорожного движения часто остаются проигнорированы. В период с 20 по 26 октября текущего года на территории Республики Ингушетия зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили ранения, 1 человек скончался. С участием несовершеннолетних совершено 1 дорожно-транспортное происшествие, 2 ребенка получили ранения разной степени тяжести.
Очевидно, что водитель автомобиля ВАЗ-2172 решил проигнорировать пункт 9.10 ПДД, который гласит: водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. Так, 22 октября он допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21150, в результате чего последний был госпитализирован в ИРКБ города Назрань. Эта беда одна из главных в республике и требует всестороннего подхода, поделился с нами водитель с многолетним стажем Бекхан Евлоев. Знагасана бехки вали со бехки вечи су гал дандали шара су междиги шиншара междиги су уборки гулуш так хар сага худ шидехам шидер мухамдул междик делса ну хукбат су аждали сингл пабак мек бутсингл падахмек бутсинг сукат. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель КАМАЗа не справился с управлением и совершил опрокидывание, в результате чего он был доставлен в районную больницу города Малгобек. И таких случаев, связанных с нетрезвым вождением, десятки. Неравнодушные жители республики призывают горе-водителей к благоразумию, к соблюдению элементарного ингушского этикета и, само собой разумеется, предписанных правил дорожного движения. Чоуин цитис шамдас делдо дакне боко ши изможули даже маноли ши цагвари баурсак боко дихана ши дуана дакбихи ши цагар барж дакбихи боко шортикури дикагетсу ونيقت إحيز وقت تصدودر كذي شارج لور بلر ديان قد يتشتغل دي حد عن سكدار بيان دي دانا يا أخي قلعة مديس تغن سواق في المسجد ديزل بس سيديزل واصو إيش قابل إيش يلبس صار ناخد بري ويقمر ديان شاد إيشم بس بقول لور لوري باع برد لور لي أدر قصدي أقول لور شغل لور لي أدر نياز إيه إذا هو مدود يدر ديخر درس دي هنا شيء بيحكي أنا واش حلت شيء حم واش حلت شيء خاص دار بعنسي مدوش بيك بوش بناها دوق زيد واش علامة بقول شو ديخر درس شيء قلا شيء ديال دحي شيء مديشن قشن ديان يعني مديقة بقول شورتك ديال خوز ديال. Совершить наезд на пешехода и скрыться с места ДТП. Такая практика на наших дорогах тоже имеется. Неустановленный автомобиль примерно в 22:00 по улице Асканова города Малгобек совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадавшая была доставлена в районную больницу. Такие случаи не единичны, рассказывает капитан полиции Любава Чугина. 22 октября около 17 часов 40 минут по улице Чеченская в городе Назрань водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался в больнице. Также телесные повреждения получили двое несовершеннолетних детей, которые находились в данном транспортном средстве. Сотрудники ГИБДД просят жителей республики соблюдать правила дорожного движения и тем самым не становиться цифрой в статистике ДТП. Помни, тебя ждут дома. Амина Бокова, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Ингушский футболист Зелимхан Бакаев снова отличился на поле. Он отдал 3 передачи и был признан лучшим игроком матча «Локомотив-Спартак». «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив» 3-0 в матче 14-го тура чемпионата России. Полузащитник гостей Зелимхан Бакаев был признан лучшим игроком встречи, поучаствовав во всех голах своей команды и отдав 3 результативные передачи. Благодаря победе «Спартак» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Ингушские атлеты стали серебряными призерами всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. С 26 по 27 октября в 7-й раз он прошел в Ярославле памяти Владимира Лататуева. Бороться за звание сильнейшего приехали 350 спортсменов из 6 федеральных округов. Ингушетию на турнире представляли воспитанники спортклуба «Ади Ахмат». В итоге наши спортсмены завоевали 2 серебряные медали. Амирхан Тичоев в весовой категории до 77 килограммов и Мухаммад Евлоев в весе до 82 килограммов. Ребята провели по 4 встречи, 3 из которых выиграли.
Порядка 130 спортсменов приняли участие в первом республиканском турнире по карате Кёкусинкай. Оспорить звание лучшего каратиста региона Вальтиева собрались спортсмены от 4 до 17 лет. Турнир был нацелен на отбор каратистов для участия в отборочном чемпионате Кубка России. Подробности в следующем сюжете. Карате Кёкусинкай сравнительно молодой, но при этом один из самых популярных и эффективных видов боевых искусств. В отличие от бесконтактных стилей, этот вид спорта рассчитан на реальную борьбу и имеет репутацию сильнейшего карате, жесткого стиля. Самый молодой вид единоборств набирает популярности в Ингушетии. За год в секцию мы уже набрали более 200 детей, изъявивших желание заниматься Кёкусинкай, отмечает тренер Бекхан Зангиев. И сегодня у них знаменательное событие – первый республиканский турнир, в котором приняли участие все воспитанники клуба. Мы решили провести первый международный турнир, так как молодая федерация, дети молодые, это все проводится ради опыта для них. В первую очередь это опытный турнир, совмещенный Магаз, Назрань, Сунджи, Карабулак. В данный момент участвует около 120-130 детей, приняли участие в этом турнире. Бойцы, можно сказать, готовы на все 100%. Они уже не раз поринговались. У нас даже есть призеры и чемпионы СКФО, где они принимали участие в Дагестане, город Махачкале. В соревнованиях принимают участие ребята от 4 до 17 лет. В поединках соперники равны и по весовой категории, и по возрасту. Многие из ребят посещают секцию всего лишь месяц, другие около года. Но тем не менее до участия в турнире допустили всех без исключения. В целях приобретения опыта и навыков борьбы, выработки в юных спортсменах соревновательного духа. Каждый ребенок, который занимается 2 месяца, 3 месяца, есть, который 11 месяцев занимается. Мы всех их объединили в один турнир, чтобы те, которые занимаются недавно, чтобы они получили большой опыт в этом турнире. Те, которые дерутся уже давно, они по-любому должны тоже принимать участие. Они не должны отделяться ни от кого. Должны в любом случае опыт набираться. Я очень приятно удивлен, что за такой короткий срок молодые, амбициозные тренера смогли собрать столько детей на одной соревновательной площадке. Однозначно у этого вида спорта в этой республике будет огромное будущее, так как и ребята имеют огромный тренерский опыт, сами выступления. И уже ребята были в прошлом году на СКФО, очень конкурентоспособные ребята, там через год буквально они показывали высокие результаты. Лично нам, как региону Кабардино-Балкарии, очень выгодно, что здесь ребята поблизости есть сильные, где можно приехать и достойно поконкурировать. Удивляет упорство и настрой этих мальчишек, и самое интересное – девчонок, для которых карате Кёкусинкай не предусматривает ограничений. В нашей федерации около 15 девчонок разных возрастных категорий – 4, 5, 6 лет. Вот. Для девчонок это полностью открытый вид спорта. Запрета для них нету. У Ахмеда Джабагиева опыта побольше. Молодой человек занимается карате около года и за это время добился хороших результатов. За это время я научился драться. Я думаю, что меня побьют, но я подрался и первое место получил. Конечно, я хочу получить черный пояс. Я хочу стать чемпионом мира и забрать черный пояс. По итогам турнира все победители получили медали и грамоты, каждый в своей весовой и возрастной категориях. Эти награды станут для начинающих спортсменов хорошим стимулом для дальнейшего совершенствования в карате Кёкусинкай и стремления к новым победам. Ребятам предстоит приложить максимум усилий в тренировках и уже скоро снова проявить себя на предстоящем отборочном турнире Кубка России, который пройдет 17 ноября в Махачкале. Летний фотофестиваль в объективе проведут в Ингушетии в 2020 году на средства гранта молодежного форума «Машук». Организаторы рассчитывают на участие в фестивале около 1000 начинающих и профессиональных фотографов. Помимо выставочной части, в рамках фестиваля будут проведены конкурсы, выступления артистов, лекции и мастер-классы. Они будут проведены не только на самом фотофестивале. Планируют начать проводить их уже с конца этого года. Раз в месяц приглашенные фотографы-профессионалы будут обучать на лекциях и мастер-классах около 100 молодых людей. Это будут 10 команд, в каждой из которых будет по 10 человек.
На календаре конец октября, а за окном будто начало сентября. Не совсем осенняя погода продолжает радовать жителей республики. Безоблачное небо и теплые солнечные лучи. Глобальное потепление или просто затянувшееся бабье лето? Вопрос в регионе актуальный, тем более для метеозависимых. Ответ искала наш корреспондент Тамара Хашагульгова и расскажет, когда в свои права вступит осень с дождями и туманами. Синоптики уже в шутку называют это потепление пожилым бабьим летом. По их данным, оно стало одним из самых комфортных за последние годы в плане температурных показателей. А связано это с тем, что тепло к нам приходит из Ирана, Туркмении и Средиземноморья. Наши климатологи отмечают, что учащаются периоды очень теплой погоды. И вот это уже тренд, это уже тенденция. За 19 лет нынешнего века в 2-2,5 раза увеличилось количество вот таких теплых октябрей. И, конечно же, климатологи связывают это с потеплением климата, глобальным потеплением климата. А региональные последствия изменения климата вот мы ощущаем здесь. Возможность насладиться погожими деньками не упускает и Дали Султыгова. Свободное от учебы время она старается целиком и полностью посвящать долгим прогулкам на улице. И для здоровья полезно, и душа радуется окружающей красоте. Тем более, что в Ингушетии сейчас стоит настоящая золотая осень. Деревья окрасили в желтые и красные тона, повсюду летает паутина, а сентябринки пока не торопятся отцветать. Погода очень хорошая, мы можем одеваться легко, просто не надо носить куртки, ботинки, зонтики, все остальное. В сравнении с прошлым годом это прекрасная погода, солнышко, на сердце хорошо, и общаться можно, ходить, гулять. Под дождем не надо стоять. Но несмотря на теплую погоду днем, вечером столбики термометров не спешат подниматься выше плюс 10-12 градусов. Поэтому без отопления уже не обойтись. Приходится утепляться и по пути на работу. У нас вообще в этом году было немного необычно. Июль месяц был довольно дождливый. Я не помню такого июля за последнее время. Постоянно прохлада была, и это было хорошо, потому что июль всегда мы боимся жары. Я мысленно думала, природа все равно возьмет свое, и июль переместится на осень. Поэтому вот такой золотой осенью, как бы компенсация за то дождливое лето, мы наслаждаемся, это же золото. Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец, в том числе и теплой погоде. Начиная с этой недели она начнет приходить в климатическую норму. А норма – это осадки и холод. Сначала обещают небольшие дожди, вслед за которыми возможен и первый снег. И хоть в начале недели еще будет плюс 15, плюс 20 градусов, то уже к середине столбик термометра опустится в район 9-10 градусов тепла. По данным Ингушского гидрометцентра, на ближайшие дни до конца октября у нас ожидается в Республике Ингушетия погода переменная облачность без осадков, ночью, утром туман, ветер переменное направление 5 метров в секунду. Днем у нас ожидается погода от 17 до 20 градусов, ночью от 7 до 10. Единственная радость – продолжительных осадков синоптики пока не обещают. Однако не стоит забывать о самом главном и постоянном качестве погоды – это ее переменчивость. У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.